Эпидемиологическая ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. И, к огромному сожалению, у нас первая жертва, пациентка, которая 2 недели практически находилась на аппарате искусственной вентиляции, которая имела множество других хронических заболеваний. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким умершей. И, конечно же, мы еще раз призываем в первую очередь все ограничения установленные соблюдать и максимально бережно относиться к представителям старшего поколения. К сожалению, вот среди тех больных, которые сегодня у нас есть и люди старше 80 лет, старше 70 лет, и случаи заражения вот именно внутрисемейные. Вот это нас очень тревожит. Состояние 2 больных сегодня у нас тоже тяжелое. Один на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы, конечно, медики делают все, чтобы спасти их жизни, но еще раз говорю, самое лучшее сегодня это как раз предохранять здоровье вот наших родных и близких, представителей старшего поколения, для того, чтобы они вообще не заболели. По городу Якутску у нас ситуация остается непростой. За последние сутки плюс 7 новых случаев, из них 4 случая это медики из офтальмологической больницы. Сейчас устанавливается круг контактов, берутся анализы. Думаем, что в ближайшие дни у нас картина прояснится. Еще раз обращаюсь здесь уже к главным врачам всех наших учреждений здравоохранения о соблюдении всех правил безопасности при работе медицинских учреждений. Ну и, конечно, медики, как те люди, которые находятся на самой передовой, должны максимально, еще раз говорю, и себя предохранять, и вот исключить всяческие контакты, которые могут привести к заражению новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого, как мы уже ранее говорили, у нас есть первый заболевший Хангаласском улусе, он сейчас уже находится на лечении, и прибавился еще один случай по Аймяконскому району. Вот все анализы, которые были обработаны, они показали, что вот пока большого распространения коронавирусной инфекции по Уснере не получила. У нас в общей сложности там сейчас получается 2 заболевших, которые уже на изоляции и проходят курс лечения. Мы уверены, что оперативный штаб на месте возьмет ситуацию под свой контроль. И еще раз, вот в завершение, я еще раз хочу призывать наших граждан все те требования, которые сейчас выдвигаются по вопросам самоограничения, очень серьезно соблюдать. К сожалению, вот мы сейчас видим, что погода потеплела, у нас и на улицах больше людей появляется, на природу очень много людей едут, но при этом, конечно же, надо в первую очередь все, еще раз говорю, меры предосторожности, начиная от детей, заканчивая старшими, всем соблюдать. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости. Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.